задержания, о мотиве этого задержания и вообще возможные мотивы этой истории политические, тут, наверное, нету сомнения. Но я думаю все же, что эта политическая плоскость ограничивается, так сказать, внутриармянскими факторами, и это как бы в глубинном смысле не отражает какие-то армяно-российские процессы. Мне кажется, что эта история более мотивирована внутриармянским кругом перед парламентскими выборами или перед важными политическими решениями. Надо обращать внимание на маленькую деталь, что вот все говорят, что Никол Пашинян начал преследовать Карапетяна после того, как он поддержал церковь. Да, Самвел Карапетян поддержал церковь, он как бы посетил Святой Эчмиadzин, встретился с католикосом Гаригином II, выразил поддержку, но тут есть маленький, но интересный нюанс. Карапетян не просто выразил поддержку, а фактически бросил перчатку Николу Пашиняну, заявил, что если политические силы не будут действовать эффективно в этом вопросе, то они сами своими методами будут действовать. Что значит своими методами? Это довольно-таки относительное понятие, но это, так сказать, явная брошенная перчатка в сторону Пашиняна. И Пашинян реагировал. Вот тут остается вопрос, почему Самвел Карапетян не довольствовался просто поддержкой церкви, а вот бросил перчатку Николу Пашиняну. Я думаю, вот здесь надо искать некие ответы. Наверное, ответы лежат в глубинном плоскости, но вот поэтому я считаю, что все же мы имеем дело внутриармянским процессом, соотношение сил перед выборами, капитала, отношение капитала и власти. Вот в этой плоскости, мне кажется, лежит вопрос, и Пашинян пытается взять под контроль основные центры силы внутриармянской политики и армянского капитала. Конечно, Самвел Карапетян представитель, так сказать, армянского российского капитала, представитель российской армянской диаспоры, миллиардер. Но в этом плоскости, есть российский армянский капитал, вопрос российского армянского капитала. Но, как уже сказал, я не думаю, что это политический вопрос между Арменией и Россией. Чего добивается Пашинян, как сказал, он пытается просто перед выборами или перед важными политическими решениями контролировать все более, так сказать, весомую часть внутриармянских процессов. Потому что мы понимаем, перед какими сложностями стоит Никол Пашинян и внутриполитических вопросов безопасности, и, конечно, внешнеполитических вопросов. Однозначно арест национального мецената армянина с большой буквы Самвела Саркисовича Карапетяна связан с политическим мышлением Никола Пашиняна. Это политическое преследование, и это нападки не только против семьи Карапетянов, это нападки против армянской идентичности, против единства Армении, Арцаха и диаспоры, против армянской апостольской церкви и против Третьей Республики. Самвел Карапетян — тот меценат, который сделал очень многое не только для становления экономики нашей республики, но и для армянского Арцаха. Он великий благотворитель и делал все возможное, чтобы Армения и армянский народ были едины и действовали в стратегии национальной и государственной идентичности. То, что делает Никол Пашинян, это не только против семьи Карапетянов, против Самвела Саркисовича, это нападки против Третьей Республики и против армянской идентичности. И я и вчера, и сегодня заявляю, что это политическое расследование. Здесь два варианта могут быть. Первый — геополитический, и второй — это внутренняя политика. Начнем с геополитики. Всем известно, что Самвел Карапетян является
мостом, так называемым, дружественным мостом между армянскими и российскими народами. Он собой олицетворяет многовековую дружбу Армении и России, союзничество Армении и России. Сам Самвел Карапетян неоднократно заявлял, что Армения должна углублять и развивать свои отношения со стратегическим союзником Российской Федерации. И этот шаг направлен не только против семьи Карапетянов, но и против армяно-российского союзничества. Что касается внутренней повестки, то Никол Пашинян, готовясь к выборам 2026 года, хочет сеять страх против всех для того, чтобы его политические конкуренты были или политически ликвидированы, или были за решеткой, чтобы ему никто не смог помешать Армению сделать турецким вилаетом. Все очень просто. Я вчера дал интервью и сказал, или останется Третья Республика, или останется Никол Пашинян. Все зависит от воли граждан Армении. Это явный пример политических репрессий. Никаких призывов к свержению власти в этих заявлениях не было. Тот человек, который его в этом обвиняет, сам сверг власть незаконным путем, неконституционным путем. Это просто начало репрессий и перехода Армении к тотальной диктатуре. И цель — сломать любое сопротивление действиям этого режима. И любые попытки отстоять Армению, отстоять армянскую церковь, все то, что дорого армянскому народу. Когда человек, который обещал своему народу демократию, прибегает к таким методам, становится фактически пашой. Когда человек, который осуждал предыдущих президентов как диктаторов, сам начинает действовать как диктатор, даже еще хуже. Плюс, когда всем ясно, что вся его политика в Армении провалилась, он привел страну к тотальной катастрофе, тут ему остается только делать то, что он делает. И он, и его приспешники, и все люди в Армении знают, что он привел страну к катастрофе, полностью провалился. И я не думаю, что это свидетельство его силы, скорее это свидетельство его слабости. Я считаю бессмысленным сейчас говорить о каком-то выходе, потому что у армянского общества сложилось такое мнение, что все, что происходит вокруг нас не касается. Оппозиция тоже полностью провалилась, непонятно, чем они заняты, почему у них не получается столько лет изменить власть, избавить нас от этого несчастья. А люди себя ведут так, как будто они живут на Луне. Так что тут вопрос надо задавать нашему обществу и понять, почему они думают, что то, что происходит в Армении, их не касается.